В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Доходы, расходы и инвестиционные проекты. В Госсобрании Илтумен обсудили итоги исполнения госбюджета Якутии за 2024 год. Республика на пару дней стала центром притяжения для медиков не только из регионов России, но и зарубежья. Якутия принимает сразу две крупные научные конференции. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Жители Гагаринского округа совместно с управой продолжают уборку дворовых территорий и улиц. Определен состав жюри Общероссийской литературной премии имени Арсеньева. Председателем стал Юрий Поляков. Расскажем о старте финальной части спортивных якутян. Юные атлеты борются за победу в 5 дисциплинах. В Илтумене на публичном слушании рассмотрели отчет об исполнении госбюджета Якутии за 2024 год. Как отметил исполняющий обязанности министра финансов республики Иван Алексеев, за прошлый год государственный бюджет республики был уточнен один раз. Так, за прошлый год в доходную часть госбюджета республики поступил 331 миллиард рублей. Исполнение расходов государственного бюджета составило 351 миллиард рублей. Внушительная часть бюджета республики за прошлый год была направлена на социально-культурную сферу. Также ежегодно за счет всех источников инвестпрограммы республики вводятся объекты социального значения. В целом заключение госправого управления положительное, а есть заключение, большое заключение счетной палаты, которая делала определенные замечания. Но есть замечания, которые повторяют из года в год. Мы об этом правительством переговорили. Надеемся, на следующий год все-таки эти замечания заключения счетной палаты исчезнут. Да? После этого мы провели уже бюджетный комитет, в котором единогласно закон предлагается принять, и мы в очередном пленарном заседании мы должны утвердить данный законопроект. Дорожные камеры Якутии начали фиксировать автомобили с выключенными фарами. С июня расширены функции фото-видеофиксации нарушений ПДД. Расширенная фото-видеофиксация нарушений осуществляется в Якутске, Горном, Хангаласском, Намском, Татинском и Усть-Алданском районах. Система видеоконтроля на дорогах также выявляет непристегнутый ремень безопасности водителями и пассажирами и использование мобильных телефонов водителем во время движения. Если забыли включить фары, то стоит ожидать штрафа в размере 500 рублей. За разговоры по телефону за рулем придется отдать 1500 рублей. Штраф за непристегнутый ремень составляет также 1500 рублей. Якутские психологи оказывают поддержку не только своим бойцам, но и военнослужащим из других регионов России. По итогам за май специалистами было отработано 4400 новых и повторных обращений, проведено более 5000 индивидуальных и групповых психологических работ. Вся поддержка оказывается бесплатно и анонимно. Напомню, что при психологическом центре Якутии работают круглосуточные номера доверия 8 800 135 50 для родителей и 8 800 20 00 122 для детей. Записаться на прием к психологам можно по телефону 31 91 09. Работа Якутского республиканского психологического центра направлена на сохранение, восстановление и укрепление психологического здоровья участников специальной военной операции, членов их семей. Ведется по поручению главы Якутии Асены Николаевой под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. В адрес всего правительства Якутии и психологов Якутского республиканского психологического центра продолжают поступать слова благодарности от бойцов со всей республики и из других регионов. Якутянин Ренат Полятинский прославился в республике благодаря видео, на котором он в одиночку занимается разминированием участка дороги для продвижения наших войск. Сейчас Ренат находится в очередном отпуске и приехал в родную республику на побывку. С героем-сапером встретился мой коллега Александр Хавренко. С раннего детства Ренат Полятинский знал, что будет военным. В выборе карьеры ему помог пример деда. И после окончания школы Ренат поступил в Тюменское высшее инженерное командное училище. То самое, которое много лет назад закончил его дедушка. После получения диплома и звания лейтенанта по распределению попал на Сахалин. Оттуда через полгода службы в составе бригады ушел на специальную военную операцию. Мое подразделение занимается проделыванием проходов перед передним краем противника. Также мы содержим маршруты, по которым проходят наступления нашей бригады. Расчищаем дороги, пункты управления
и так далее. Также и оборудование пунктов управления от батальонов и до бригады. Подразделения, где служит Ринат, работают на самых сложных и ответственных направлениях. Там, где наша армия идет в наступление. Одно из них – Авдеевское. Именно там было снято видео, на котором Ринат в одиночку снимает и уничтожает мины противника. Поступила задача, она пришла спонтанно. Времени было очень мало, там буквально минут 30 до наступления. Ну и у меня людей, все люди были распределены уже по задачам. Я просто держал это на контроле. Не отправить было некого, и я принял решение, что придется, наверное, поехать и сделать это самому. В тот день при помощи дрона разминировали около 20 магнитных противопехотных мин. Вручную сапер Палетинский снял около 15 противопехотных мин. Работа инженеров, саперов, она вообще незаметна. То есть, гуманитарным разминированием занимаются, это все на телевидении показывают, а то, что на переднем крае саперы работают, проделывают проходы, это никто не знает, этого не видно. И саперы, первые проходят, после чего идет наступление, шторма проходит по этим дорогам, маршрутам. Вопреки известной шутке про то, что сапер ошибается дважды, в первый раз, когда выбирает профессию сапера, Ринат считает, что поступил правильно. Это то, о чем он мечтал с детства – служить в армии и защищать свою страну. Якутия на пару дней стала центром притяжения для медиков не только из регионов России, но и зарубежья. Республика принимает сразу две крупные научные конференции «Цифровой код здоровья» и «Нейронауки в 21 веке». С экспертами на площадках поговорила наш корреспондент Вероника Таюрская. Всего лишь пару лет назад казалось нереальным, что все медицинские документы будут храниться в электронном виде. Сегодня это не миф, а реальность. Наша республика – одна из передовых регионов по внедрению искусственного интеллекта в медицину. Вообще Якутия – один из первых регионов, кто запустил пилотные проекты. Это еще был 22 год. С тех пор у вас идет направление по двум основным продуктам. Это анализ медицинских изображений, анализ электронных карт. У вас действительно одни из самых лучших результатов в России и по количеству находок, по реальному уровню использования врачами этих продуктов. И здесь действительно есть чем гордиться за то, что вы достигли. На проходящей всероссийской конференции «Цифровой код здоровья» федеральные эксперты высоко оценили взаимодействие якутских медиков и программистов. В нашем регионе искусственный интеллект внедрен практически везде, начиная от обычного документооборота и заканчивая вызовом врача на дом. В ближайшем будущем Министерство здравоохранения планирует расширить список применения цифровых технологий. По дальнейшему развитию у нас планируется развитие искусственного интеллекта, тоже дополнительное внедрение, и также наша региональная информационная медицинская система и увеличение мощностей серверных оборудования и систем хранения данных. Так как у нас сейчас цифровизация идет полным ходом, мы в тренде всех этих новых веяний, которые идет с Минздрава России, это все исполняем. Инсульты молодеют. Для раннего выявления причин и предотвращения неприятных последствий необходимо придумывать новые подходы. Этим занимались на второй международной конференции «Нейронаука 21 века. Проблемы и перспективы». Среди участников ведущие ученые-неврологи из Якутии и России, а также медики из Казахстана и Великобритании. Одним из направлений работы конференции стал конкурс, где молодые ученые на деле показали, что они знают и умеют. Была очень оживленная дискуссия, обсуждали доклады и спектр научных интересов молодых ученых, что отрадно, охватывает самые разные области нейронаук, в том числе генетику, эпидемиологию, клинические исследования. Было представлено много инновационных методов, и комиссия отметила первым дипломом ученых из Красноярска. Также ученые из Красноярска получили диплом 3-й степени, и представители Казахстана заняли 2-е место. Передовые технологии и новаторские решения прочно вошли в систему здравоохранения. Они не только упрощают работу медиков, но и избавляют пациентов от кипы бумаг. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Станислав Потапов, Якутск.
Высшие достижения молодого поколения – гордость всего региона. Именно такие слова адресованы 5 выпускникам из Якутии, которые показали наивысший результат по ЕГЭ и получат денежную премию главы республики в сумме 100 тысяч рублей. 3 выпускника выполнили задание по химии на 100 баллов. Один из них – Иркин Наговицын. Он успешно заканчивает республиканский лицей-интернат, является призером Олимпиады по химии регионального этапа и победителем по биологии. Иркин с детства мечтает стать врачом, планирует поступать в Центровуз, а про свой блестящий результат выпускник лицея узнал совсем случайно. Мне об этом сказал брат, мой младший брат. Ему переслал сообщение его друг. Публикацию выставил Айсен Николаев в своем телеграм-канале. И там было написано 100-бальники, в том числе по химии. Я был, в их числе. Я, в шоке был на тот момент. Химию я начал изучать в 7 классе с мамой. Потом в 8 классе на уроках учился, углублялся, к олимпиадам готовился. Вот в 11 классе каждый день решал пробники. Республиканский этап конкурса «Воспитатель года» подошел к концу. Профессиональное мастерство показали 27 педагогов из разных уголков республики. Лауреатами стали 15 воспитателей. Почетное звание финалиста присудили 5 конкурсантам. Победа и право называться лучшим воспитателем Якутии завоевала Виктория Заболотняя из Вилюйского района. Она же будет отстаивать честь республики на всероссийском уровне. Конкурс прошел просто волшебно и удивительно. Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, и он меня действительно поразил. Поразил участниками, потому что каждый из участников был просто невероятный профи. Я даже не могу подобрать слов, насколько они много знают, умеют, и с какой любовью они все это делают. Когда помогать людям становится призванием, 8 июня отмечается профессиональный праздник социальных работников, а не те, кто посвятил себя этому сложному, но такому важному делу – обучить тому или иному мастерству, быту, да и просто поговорить. В преддверии праздника наша съемочная группа познакомилась с их деятельностью. Научить полноценно жить тех, чьи возможности ограничены – одна из важнейших задач сопровождающих соцработников. Они учат особенных людей простым для остальных, но таким трудным для них навыкам. Я люблю готовить. А сегодня на ужин что у вас запланировано? У нас картошка с курицей. В настоящее время 50 подопечных живут и трудятся в стенах современной альтернативы дома-интернат. Каждому из них предоставляется отдельная комната со всеми удобствами. Мне 19 лет. Я работаю керамистом, но за свою зарплату купил телевизор. В моей комнате находится телевизор, и ноутбук. Сопровождаемые после прохождения адаптации и социализации успешно трудятся на открытом рынке труда. Меня здесь всему научили, я уже самостоятельно и супы готовлю, и самостоятельно передвигаюсь по городу. От выбора профессии до работы по специальности. Не менее важным является трудоустройство людей с инвалидностью. С прошлого года работает мастерская Art City, где работают швеи и гончары. Мы с ребятами создаем изделия из глины. Сейчас как раз готовимся к исыху. Лепим балаганчики, огуриватели для дома. К исыху также готовятся и швеи. В мастерской они изготавливают текстиль для кухни и различные изделия. Нравится работать. А у пах мы сначала отмеряем сантиметры и детали. Длительность рабочего дня составляет 4 часа. Организация сотрудничает с различными предприятиями, которые готовы предоставить рабочие места для людей с ОВЗ. Мы также очень тесно сотрудничаем с Центром занятости. По соглашению акционерного общества «Золото Селигдара» ребята получают заработную плату. Работа соцработников не только меняет жизни подопечных, но и способствует созданию более инклюзивного общества. Организация «Сетим» продолжит и дальше выполнять свою важную миссию по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск.
В Якутске дали старт акции «Чистый лес». Первый субботник провели на территории Вилюйского лесомассива напротив городского мусорного полигона. Зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина совместно с курируемыми министерствами и ведомствами приняла участие в очистке леса. И только за первый час было собрано более 20 мешков мусора и прочих крупногабаритных отходов. Экологическая акция «Чистый лес» посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России. Мы сегодня эту акцию, так как она у нас вызывного характера акция, мы ее передаем блоку первого зампреда правительства Дмитрию Дмитриевичу Садовникову и главе города Якутска Евгению Николаевичу Григорьеву. Я думаю, что и их сотрудники подведов выйдут для того, чтобы очистить наш лес перед отдыхом летом, перед грибами и ягодами, для того, чтобы было приятно приходить горожанам. Однако стоит помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Жители Гагаринского округа совместно с управой продолжают уборку дворовых территорий и улиц, а также начинают их озеленение. Подробнее о ходе работ расскажет Тимур Колмогоров. Жильцы дома по улице Можайского уже не первый год выходят на улицу в рабочих перчатках с лопатами, граблями и мусорными мешками. Совместными силами они убирают мусор на своих и прилегающих территориях. Среди них как старая растительность и листья, так и различные бытовые отходы. У нас вот за сегодняшний день мы собрали порядка 30 мешков. По большей части это мусор, все, что с деревьев попадало с зимы. Вот этот мусор мы собрали. Особо мусора у нас нету, так как мы здесь жители все следим. То есть каждый, даже ребенок у нас знает, что мусорить нельзя, что на каждом метре у нас урны. Кроме этого, жители своими силами закупают и привозят новую почву и удобрения для посадки саженцев деревьев. Основную часть мы взяли вот эти вот деревья, не только здесь, вот бузину, березы, акацию. Мы взяли у жилого фонда, где вот деревяшки есть у нас, Можайского 2, 2/1. Там, так как там все идет под снос, и мы решили сберечь березу. Вот большую бузину привезли, она вот прижилась уже нам. И для жителей нашего округа вот здесь вдоль аллеи высадить деревья. Мы там их чередовали: береза, сосна, береза, сосна. Сейчас вот можем пройти, посмотреть, и там вот будет видно. Конечно, сейчас ничего не увидим, но спустя десятилетия уже будет красиво. Уборкой и озеленением занимаются не только жители, но и работники организаций. Сотрудники Центра культуры и современного искусства имени Гагарина всем коллективам приводят в порядок прилегающие участки. Акации, яблони и березы – не единственные зеленые украшения центра. Ежегодно высаживаются самые разные цветы. У нас работа идет уже в течение 5 лет. Сначала мы завозили землю плодородную, высеивали газон. И вот в прошлом году совместно с ботаническим садом купили декоративные кустарники, деревья, многоцветники. И хотим, чтобы наша территория, она вот постепенно с каждым годом становилась все красивее. И в основном, чтобы это были многолетние культуры, именно которые произрастают в нашей природе. Всего с начала апреля в Гагаринском округе провели более 60 субботников с участием порядка 900 человек. Собрано и вывезено более 870 мешков с мусором. Работа проведена для того, чтобы наши ворота Якутска, как мы называем Гагаринский округ, да, были чистыми, чтобы жители жили именно в хороших условиях, ну и, конечно, готовились к лету. Субботники проходят практически каждую неделю. С каждым таким днем улицы и дворовые территории становятся чище, а посаженные деревья и цветы в будущем будут радовать глаза всех прохожих. Тимур Колмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. В Нерингре ведутся активные работы по строительству нового культурного парка. Он возводится в самом центре города, на пересечении улиц Ленина и Дружбы народов. Его строительство стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальнего Востока. Сумма гранта 150 миллионов рублей. Функционально парк делится на пространство для спокойного отдыха в северной части, событийное по центральной оси и активное на юге. Благодаря проекту «Культурный парк» у города появится имиджевое и функционально насыщенное пространство, которое дополнит систему общественных пространств города. На сегодняшний день у нас продолжаются работы по демонтажу. Сейчас устанавливаться будет ограждение в сквере матери и ребенка. Это тоже территория, которая будет относиться к данному парку культурному.
как отдельно стоящая. И на текущий момент выполняются все земельные работы, идет доставка материалов всех сопутствующих строительных. И планируем, конечно же, закончить строительство данного объекта в срок ко дню города. В Якутии Пушкинская карта подарит скидку родителям. До 22 июня владельцы такой карты смогут не только бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, но и получить скидку в 10% на покупку 2 билетов для своих родителей. Акция пройдет уже в 3-й раз. Впервые она была запущена в новогодние праздники, а во 2-й раз прошла в период весенних каникул. За это время она получила широкий отклик. Было приобретено более 13 тысяч билетов. Чтобы принять участие, достаточно приобрести билет в учреждение культуры по Пушкинской карте. После этого можно купить 2 билета для родителей со скидкой в 10%. Определен состав жюри и экспертного совета 7-го сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Председателем выбран Юрий Поляков, советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Награда вручается писателям за произведения на русском языке, которые посвящены прошлому, настоящему или будущему Дальнего Востока России. Победители определят в 3 категориях – длинная и короткая проза, а также детская литература. В разные годы лауреатами премии становились и якутские авторы. Заявку еще можно отправить до 30 июня, а новые награды будут вручены уже в декабре. Жанровых ограничений для участников нет. Это исторические исследования, это качественная драма и детская литература. Конечно же, исторический аспект, он доминирующий, он силен благодаря богатейшему наследию Арсеньева. Но современная проза не отстает. Мы, собственно, очень рады, что про современный Владивосток пишут и с приключенческим, и с фантастическим аспектом. Поэтому жанры, самые разные представлены, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится. С 4 по 8 июня проходит одно из главных событий года для юных атлетов республики – финальная часть соревнований «Спортивные якутяне». Школьники продемонстрируют свои навыки в 5 дисциплинах – это бокс, масс-рестлинг, легкая атлетика, волейбол и вольная борьба. Как стартовали соревнования у борцов, выясняла Эржена Гармаева. За 2 дня на борцовский ковер выйдут 242 спортсмена из 27 районов Якутии. Здесь без прикрас собрались лучшие из лучших. Чтобы попасть в финал, дети прошли отбор на школьном и районном уровнях. Очень сильная конкуренция здесь. Собрались титулованные спортсмены, победители первенств республики, Дальневосточного федерального округа. Есть победители и призеры международных игр «Дети Азии». И сегодня они все будут оспаривать первые места. Одну из самых многочисленных команд представил Сунтарский район. Отстаивать честь малой родины будут 16 атлетов. В преддверии соревнований наставление юным спортсменам дал их земляк Лев Павлов. Человек, подтверждающий мировой уровень якутской школы борьбы. Он вчера им напутственные слова тоже сказал в готовке. Между тренировками приходит поддерживать своих земляков. Как известно, наша республика, борьба – это все равно спорт номер 1, который является лидером во всех фронтах. Уже в мировой борьбе тоже Якутия является первой, поэтому здесь конкуренция очень-очень сильная. Хотя в глазах публики вольная борьба – это традиционно мужская дисциплина, наши девушки доказывают, что им под силу овладеть вертушками и мельницами не хуже. В этих соревнованиях свои силы пробуют 48 спортсменок. И даже трудности, которых в таком суровом виде спорта не избежать, они преодолевают с достоинством. Тяжело было скидывать 11 килограмм. Стояли на парах мальчиками, и это было тяжело. Ожидание, чтобы выиграть, похвастаться родителям, что я выиграла. Имена победителей турнира по вольной борьбе будут известны 6 июня, а общее закрытие всей спартакиады, церемония награждения призеров и тренеров мы увидим уже в это воскресенье. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. На этом все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.